Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 11. Тюркское золото скифов. Кузнец. Не исконно русское слово? Да, господа. Не виноваты мы, как говорится в комедии Гайдая «Бриллиантовая рука». Язык у нас такой. Он сам к нам пришел из глубин тысячелетий и прочно сидит в самой основе, в фундаменте русского языка. И, видимо, тут нечему удивляться. Стихия, дух тюркско-татарского языка, его грамматические формы, его лексические корни, как это ни парадоксально, негласно, генетически существует в каждом русском человеке. На месте нынешней необъятной России раньше было не только сказочное королевство Древняя Русь, о которой теперь толкуют везде и всюду, начиная от популярной передачи «Поле чудес». Скажите, как раньше называлось на Руси? Ну и так далее. Кончая мультиками и компьютерными играми, а также толстый от тюркско-татарского тулы, толстыми томами академической лжи. А большие и малые тюркские государства, ханства и каганаты не только кочующие, от тюркско-татарского слова «кучу» – переходить, кочующие, но совершенно серьезным и непринятым в российской историографии образом очень прочно сидящие на земле. Нет, не только сидящих, а вгрызавшихся в эти поля со своими железными сохами. Саха от тюркско-татарского сука, сугу, сугару. Нет, не все тюрки были кочующие, как нам их обрисовала история России. Именно у «отсталых», в кавычках, конечно, кочевников дымились кузницы. Слово «кузница» происходит от тюркско-татарского слова «кус» – кора дерева. Слово же кора, русское слово кора, происходит от тюркско-татарского слова кайры, из чего готовилась кузна, где хранился кумер, то есть уголь, и где работали кузнецы, кузначи. Между прочим, из того же корня куз образовались и слово козырек, кузов, ну и так далее. Это доказывает и исконно якобы русские слова «ковать», «ковка», которые образованы от тюркско-татарского слова «кою» – плавить, обрабатывать. Это доказывает и название инструментов, чем обрабатывали железо, и тюркские названия оружий, которые изготовляли кузнецы, и термины обработки железа, они почти все тюркские. Булат, от тюркско-татарского булат. Бурав, от тюркско-татарского бырау, от того же бурить, буровая, буровики. Горн, от тюркско-татарского ру, дуть. Кайла, от тюркско-татарского кайля. Кинжал, кын, футляр для ножа. Кирка, от тюркско-татарского кыряу, кырек, кирка. Клещи, клеща. Кольчуга, кулчуга, защита для рук. Кувалда, куалау, так как сначала гоняют, куалар. Металл гоняют до формы предмета. Наковальня, от тюркско-татарского кою, ковать. Подкова, от тюркско-татарского кою, обрабатывать. Сабли, чабу. Сандал, ну тут сандал, без вариантов. Топор, топу, топар. Точила,
эчляу плюс приставка то. Чеканить. От тюркско-татарского чеку. Цепь. От тюркско-татарского сип. Сипляу. Шлем. От тюркско-татарского члым. Эти шлемы, тогда были остроконечными. Именно тюрки впервые стали выплавлять чугун. От тюркско-татарского слова чуин. Чугун – это чуин, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да, именно тюрки начали обрабатывать землю железными сахами. Саха – сука. И, пожалуй, скифское золото, скиф, слово скиф, может происходить от тюркско-татарского слова искеиф, искеи, старый дом. Скифское золото, найденное в курганах, то есть в могильниках древних тюрков, курган от тюркско-татарского кырган, строить. Не плод разгула фантазий иранцев, потом куда-то запропастившихся по щучьему, от тюркско-татарского чурта, велению российских историков. Тысячи лет тюрки занимались обработкой железа и золота. Это же доказывает и тюркское слово «алтын», от которого происходит русское слово «золото». Это же, естественно, доказывают те же курганы, которые являются могильниками скифов-тюрков. Но этого российская историческая наука не признает, не признавая в тех же скифах тюрков и их культуру. Скифским золотом полны музеев мира. Они там лежат как товар бесхозный. Бесхозны они не по ценности, бесхозны они по принадлежности, так как по неразглашенным канонам российской истории канон от тюркско-татарского канун. От этого слова происходит и закон с приставкой «за». Скифское золото никогда не изучалось как золото тюрков и их мастеров. Не видать вам, кочевники-тюрки, как вашего золота, так и вашей истории. Отойдите от золота, руки прочь. Скифы оставили все это хозяйство и курганы, куда почему-то хоронили своих покойников, как самые настоящие тюрки, хоронили и ушли куда-то. То ли в Иран, то ли в Тегеран. Нет, не признают серьезные, в кавычках серьезные, российские ученые, как полновластных хозяев скифского золота, кочующих, отсталых тюрков, никогда не имевших свою государственность. Не зря смеются над российской историей. Это плод фантазии сотен ученых. Нет, не только кочевали тюрки. Видимо, часть их осела, кажется, намного раньше, чем самые честные от тюркско-татарского чиста славяне на всем белом свете. Это доказывают также и тюркские названия сельскохозяйственных сооружений, а также и оружий, которыми обрабатывали землю, названия культур, которые они сеяли на полях, и способы их хранения и обработки. Амбар. От тюркско-татарского амбар. Бахчевые. От тюркско-татарского бахча. Борозда. От тюркско-татарского буразна. Барановать. От тюркско-татарского брн. Нос. Вьюг. От тюркско-татарского иек. При помощи приставки в. Иек. Вьюг. Заимка. Джиим. Каравай. Кара и пяй, черный хлеб. Капна, куб, кубя. Каса, кису. Мак, мәк. Мотыга, вату, матик. Окучивать, кучляу. Перец, бырыч. Поле, алан. Происходит при помощи приставки по, алан, поле, рожь, арыш, скирт, скирт, склад, от этого и клад, клят, скот, скотина, кыту,
солома, салам, тюк, тюк, яловая, пшеница, скот, от тюркско-татарского ял, отдых. В книге «История России» 2001 года авторы Павленко и Андреев, учебник для 10 класса, так сказать, с углубленным изучением, на странице 13 читаем. На юге с 8 века широкое распространение получил плуг. Севернее чаще встречались саха, но не потому, что здешние племена в силу «отсталости» в кавычках «отсталости» не могли перенять более совершенный плуг. Она просто лучше подходила к лесостепной полосе с почвой, не нуждающейся в глубокой вспашке. На странице 14 еще более углубляемся в историю. Основными сельскохозяйственными культурами у славян были пшеница, ячмень, проса. По мере достижения на север пшеницу теснили овес и рожь, культуры более выносливые и приспособленные к континентальному климату. Из домашних животных были лошади, свиньи, овцы и коровы. Конец цитаты. Если бы славяне осели раньше, сельскохозяйственные культуры, инструменты и способы обработки земли, обработки чугуна, железа, золота, серебра имели бы славянские названия, как, например, компьютер и его программы, изобретенные в англоязычном мире, имеют и соответствующие английские названия. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы вам!